3 года назад в Якутск приезжал всемирно известный оркестр «Виртуозы Москвы» во главе со своим постоянным руководителем, народным артистом СССР Владимиром Теофиловичем Спиваковым. А Володя Спиваков – это мой однокашник по интернату Центральной музыкальной школы при Московской консерватории. И он написал письмо нашему президенту Вячеславу Анатольевичу Штырову в то время. И, конечно же, поддержал концепцию нашего уникального, как он написал, музея музыки и фольклора. И, значит, и конечно же, написал о том, что музыкальный музей не может существовать без концертного зала. И вот нам выделили вот это здание, старинное здание 1873 года постройки. Первым средним учебным заведением гражданского ведомства в Якутске была мужская классическая прогимназия, открывшаяся 1 июля 1869 года. Возможно, что прообразом постройки был Пушкинский лицей. Сначала она существовала в количестве 4 классов, а с 1874 по 1975 учебный год преобразована в 6-классную. Прогимназия просуществовала до 1890 года. За это время ее окончило 52 человека. Здесь учились мальчики всех дореволюционных поколений. Братья Ксенофонтовы, Кулаковский, Аюнский, вся будущая элита якутской интеллигенции. Значительный процент учащихся составляли якуты, преобладающим же большинством были русские. В этом же году вместо прогимназии было открыто реальное училище в составе 7 классов. После революции здесь был рабфак, рабочий факультет, потом средняя школа номер 3. Затем здание было передано университету. 1000 квадратных метров для экспозиции, ведь это очень неплохо. Мы все уже распланировали. Вот эти первые 5 окон вот, на первом этаже, это будет будущий концертный зал. Это потрясающий по своим размерам, по высоте потолка зал был в школе. И, конечно, когда здание поднимется на 1,5 метра, это будет то, что надо. И в этом зале будут звучать и живые концерты звезд, ну, оперных наших звезд, лучших музыкантов, преподавателей и учащихся высшей музыкальной школы. И затем, значит, конечно же, будут гастроли. Ведь и думаю, что концертная жизнь будет, в общем-то, ну, если не кипеть, то, во всяком случае, она будет. Возрожденное старинное здание, оно вот как умные, красивые старики украшают общество, так и вот это реставрированное здание украсит наш вечно молодящийся и молодой Якутск.